6 человек погибли, 3 находятся в больнице. Результат страшной аварии в Сунже. Недалеко от федеральной трассы «Кавказ» по дороге в сторону аэропорта Магаз столкнулись иномарка и отечественные автомобили. На месте происшествия сразу же выехали службы МЧС, скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. Службы оцепили территорию и провели все необходимые меры по оформлению ДТП. Все подробности у Микаэлы Тангиева. Страшная авария произошла вчера около 7 часов вечера на мосту дороги, ведущей в сторону круга к аэропорту Магаз. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал с второстепенной дороги, не пропустив автомобиль Lada Priora, в результате чего и произошло чудовищное столкновение. Большинство пассажиров погибло на месте. Водитель автомашины Hyundai и пассажиры, двое пассажиров скончались, и водитель автомашины Priora и пассажиры. Водитель автомашины Приора тоже скончался, пассажирка автомашины Зортова скончалась, и несовершеннолетний ребенок 2018 года скончался. 3 человек сильно пострадали в этой страшной аварии, а именно 23-летняя девушка и 2 детей в возрасте год и 2. В тяжелом состоянии их сразу же доставили в Сунжскую районную больницу, где пострадавшим была оказана необходимая помощь. Больная Зортова Тандила Исаевна, 95-го года рождения, в крайне тяжелом состоянии, уровень сознания в коме, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушиб головного мозга тяжелой степени и тупая травма живота. Впоследствии больная была взята экстренно в операционную, проведена лапаротомия, спленэктомия, то есть проведен гемостаз, состояние стабилизировали, гемодинамика, все функции организма стабилизировали, и после этого уже в плановом порядке больную мы госпитализировали для дальнейшего лечения и до обследования в город Назрань и РКБ для проведения КТ головного мозга и дальнейшей тактики лечения при ушибах головного мозга. 2 несовершеннолетних детей были также перенаправлены в РКБ города Назрань для дальнейшего лечения. Ситуация усугубилась еще и тем, что ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке автодороги. По данному факту уже возбуждено уголовное дело и ведется тщательная проверка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, в 19 часов вечера на участке неосвещенном. На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа, проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются на данный момент, но уже можно говорить на данный момент о том, что было явное превышение скорости, судя по повреждениям на транспортных средствах, судя по тяжести последствий. И дорожно-транспортное происшествие произошло на полосе встречного движения. Этот случай является резонансным. Весть о ДТП быстро облетела всю республику. Общественные и религиозные деятели выражают слова соболезнования семьям погибших и в очередной раз призывают нарушителей одуматься и не губить своим поведением чужие жизни. دنيش أواريجي حنجيب خياسك ونديرك إذا خلامدي بيني خلحمدس أواريتيش حسك تسوش شسك تسوش ديد عدو دسوي دق باق إيش بقص قمنا ميخك خلج لحتر تخنا нарушение же без тейпа ярой. Нарушение сайор же по неосторожности хол мелочный вещь. Сайор злостное нарушение хол, злостный нарушитель шкал без борса ще дело пойму, то есть соуц у камана моста где что тахан даили отчелтеха. Соуца у тахана камана тязитыш махалит у камана яки хажал. Шей шо козад явно, шей вахра, шей жизнях шо тахана, шо беречь дешь дацаряха же нахлорби. По линии органов государственной власти у нас проводится определенная работа. Профилактические мероприятия на дорогах, беседа и работа с теми нарушителями, которые нарушают правила дорожного движения. И в дальнейшем планируем усилить в этом направлении работу. К сожалению, это далеко не единственный случай. По данным ГИБДД, за последние 8 месяцев на дорогах нашей республики произошло 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 человек погибло и 253 человека получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами аварии остаются все те же. Это превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз призывают водителей не нарушать правила и не рисковать своей и чужими жизнями. Микаэла Тангиева, Хамзат Полухоев, Новости 24.